Вот тут все сгнило, да? Татьяна Ивановна показывает свое подполье. Топит их каждую весну, а сырость под домом сохраняется весь год. Дома только идут под снос. Их надо сносить и что-то новое строить на этом месте или где-то подаль. Не знаю. Реальные проблемы начались после того, как напротив возвели 16-этажный жилой дом. Теперь каждую весну у жильцов одна забота – откачка воды. Здесь у нас газовый котел, который тоже затапливает постоянно. И как только начинается весенний паводок, мы денно и ночно, можно сказать, откачиваем воду. Устав от этих дел, Татьяна Ивановна как-то даже решила арендовать квартиру в доме напротив, но, узнав цены, передумала. Квартира 30 тысяч в месяц. У меня такой зарплаты Не нету. считая счетчиков. Не говоря уже о пенсии. Мы же пенсионеры все. По другому адресу объявление на заборе дома висит уже 8-й год. Люди бы рады продать дом вместе с участком, но из-за ограничений не только в строительстве, но и в перестройке они не могут этого сделать. Дело в том, что все дома 55-го квартала сегодня находятся в охранной зоне. Район по плану должен превратиться в старый город под номером 2. Жильцы боятся, что, построив на участке новый дом, их попросят его снести. А потенциальные покупатели, узнав это, не рискуют покупать участок. Если кто-то и захотел бы здесь построиться, то нужно построить, там дом, что-то, может кто-то построить жилой дом, может кто-то под бизнес это возьмет, но это нужно будет делать все в соответствии с проектом. Поскольку проект утверждала московская фирма «Рождественка», вот проект этот нужно будет у них купить. Дом другой Татьяны, уже Константиновны, находится чуть дальше, за углом. Ее также топит каждую весну. Вот кадры прошлогоднего года. И те же проблемы. Из-за постоянной сырости полы в доме давно превратились в труху. Так что ходят по нему с большой осторожностью. Вот здесь у меня стоит коробка, чтобы мне не наступить на крышку от подполья, иначе я туда провалюсь. Несмотря на газовое отопление, да и самый центр города, в домах до сих пор выносная система, умывальники, нет септика. Из-за постоянной сырости плесень, окна почти ушли в землю. Но мне вот единственная душенька, чтобы отвлечься от всех этих проблем, которые бывают, вот занимаюсь немножко вот такими вот делами. Вышивкой, алмазной мозаикой, вязанием. Татьяна Константиновна шутит. Ее творение – единственная красота в ее доме. Но на самом деле ей не до смеха. Куда только не обращались жильцы квартала. Но в ответ приходят одни отписки. До наступления теплых дней остались считанные дни. А значит, у жильцов опять начнется настоящая проверка на прочность. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск.